Да, это тоже. Спасибо. Ну, отвечая на вопрос Василия Ивановича, что могу сказать? Наверное, самое главное, что я не знаю, откуда это взялось. Единственное, со школы мне нравилось писать что-то вот такое, выдумывать, и я чувствовал, что у меня может получиться. И когда я этим занимался, на уроках литературы, русского языка, мне это нравилось. И как-то вот я ощущал, что это во мне есть, но вот наружу это стало выходить, скажем так, несколько лет назад. Вот. Может быть, это было время как раз для того, чтобы что-то внутри созрело вот, и начал давать плод. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Во-первых, вспоминали Ильфа и Петрова, но это понятно. Понятно то, что сейчас есть. Хотелось бы узнать насчет перспективы. Какие у тебя мысли, какие планы и что, так сказать, ожидается впереди. И второе, наверное, пожалуй, то, что ирзианскую сторону. Спасибо. Александр Дементьев, мой дядя. Значит, насчет перспективы. Конечно, это трудно. Трудно, потому что, как сказал Василий Иванович, поддержки со стороны я пока не ощущаю. Как я к этому отношусь? Я к этому отношусь спокойно, и я буду продолжать делать то, что в моих силах. Я думаю, что хорошая литература, в принципе, она найдет себе дорогу, как росток, казалось бы, слабенький, и он пробивает даже асфальт. Вот. По крайней мере, я надеюсь на это, что у меня будет что-то подобное. Вот. Вот это по первому вопросу. По второму, я не ощущаю пока, по крайней мере, себя вот так готовым, чтобы писать на ирзианском языке, хотя у меня было несколько стихов. Может быть, когда-то, я надеюсь. Наверное, мне нужно что-то еще внутри как-то созреть, и что-то должно произойти к этому, какой-то толчок. Вот. Но я знаю, что сегодня одно стихотворение готовили, да? Да? Да, может быть, тогда Женя расскажет. Да, прошу. Евгений Борисович. Стихи на ирзианском. Зяро яксин, зяро кортни, зяро стякун тевскун кунси, варма мельга валун йохни, кода вечкин дучин, скаман эскелинки яван, вадря эрям лишни, эзин муя, пря ачаван, эрям кода тонадын, авишан лимбет арка, авишнян косошо жда, анокстан вить дешумбра прев, монмелем муин сумасто, кососик танти коштус, косомон учить валду тевт. Тевтни улить эрева кода, кии вешни семуи. Ваштан алу, вравжу мода, вере ваштан пелюи. Велень кудунетни чилимсть, пошсу ломать не пиксить. Пингень койне умок сырец, понад от оймем пицить. Сайса покштен пелюмандо, пятипалок сын лицым. Лисьма пряньке цень ваньскавца, чуты нетним озарцин. Мастором улезы мазый, масторсон улезы лий. Монь раскем стерсен застязу, рунго скилей, польмись ксты. Авишан лимбет арка, авишнян косошо жда, анок стан вить дешумбра прев. Монь мелем муним с мастор, кососик танти коштусь, косомонь учить валду тевт.
переводе, значит, песня, стихотворение «Мечтание», вот, о том, может быть, о той стране, в которой хотелось бы жить, вот, о своем народе. Вот, то есть стихотворение выдержано в таком духе. А вопрос такой можно? Да, пожалуйста. Вот объясните, пожалуйста, я так поняла, вы владеете Ерзянским, да? Да. Это перевод стихотворения с русского или вы Нет, пишете это не на перевод. русском? Нет, Нам Это оригинал, да. Оригинал, спасибо. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Нина Михайловна Ситникова, музыковед, преподаватель Саранского музыкального училища. Это мой преподаватель и мой друг, с которым я был знакомством. Очень много я подчеркнул у Нины Михайловны на занятиях. И очень рад, что она сегодня пришла, тем более что-то будет говорить. Спасибо, Нина Михайловна. Спасибо за добрые слова, но я уверена, что я эти слова буду говорить не только сегодня, но и в будущем, и благодарить судьбу за то, что она свела меня с Николаем. Ведь всем известны слова Пастернака: «Талант – единственная новость, которая всегда нова». Что же такое талант? Ведь рифмовать прозу может каждый. Ну, простите, я вам прочту такие стихи. «С днем рождения поздравляю, и здоровья вам желаю. Пусть бегут года, будьте счастливы всегда». Это стихи? Ни в коем случае. Это не стихи, и стихами они никогда не будут. Это просто рифмованная проза, причем банальная. У каждого человека в жизни есть мечты, любовь, надежды, сомнения, страдания. Есть смерть далекая, есть смерть близкая. Но только поэт может выразить все эти мысли, общие для каждого человека. У всех они есть в судьбе. Только поэт может выразить оригинально, выразить так, как никто другой. Ведь, согласитесь, никто из нас не сможет также составить слова, простите за это выражение, как Николай, как любой другой настоящий поэт. А вот как «С днем рождения поздравляю и здоровья вам желаю», это смогут сделать 99% населения Земли. Вот поэт, он все делает по-своему. Было сказано, что когда читает стихи сам поэт, сам автор, то по-иному мы слушаем их, по-иному воспринимаем. Все правильно. А я люблю стихи читать. И особенно стихи, как здесь было сказано, такие модерновые. Ну, простите, я могу не согласиться с этим. Маяковский и Есенин жили, писали, творили гениально почти 100 лет назад. С тех пор прошло столько периодов в истории литературы, искусства, музыки, поэзии, живописи. Трудно даже перечислить, и браться за это не будем. То есть это не модерновые стихи, это стихи талантливого человека, который всегда в своем времени, с одной стороны, всегда впереди этого времени, с другой стороны, и всегда находится на платформе всего прошлого времени, выбирая в себя все лучшее, что было, что накоплено человечеством в любой литературе, в любом искусстве, в любой национальности. Вот это и есть талант. Так все обобщить, так все сопоставить, так выразить, как никто другой. Придет другой поэт, придет другой писатель, придет другой художник, и тот же пейзаж с одной и той же точки взгляда будет выглядеть совершенно иначе. Вот Николай – это, конечно, настоящий поэт. Я была просто потрясена его первыми стихами, вернее, стихами, которые я впервые прочитала у него. Я тут же начала их себе переписывать, перекачивать. И потом только разговорились о том, что, оказывается, он стихи пишет давно. Но я очень была удивлена, потому что я люблю поэзию. Я знакома и с поэтами разными. Я говорю, я люблю читать стихи. Почему читать стихи Николая интересно? Потому что каждый поворот мысли, каждая рифма, каждый слог,
каждая строка, они несут какую-то новую информацию. И хочется еще раз прочесть, а правильно я поняла. И за каждой этой информацией, за каждой строкой при повторном прочтении рождается, возникают новые смыслы. И думаешь, Господи, как здорово. Это первое. Второе. Когда я его читаю, я всегда стараюсь предугадать, какая же следующая строка будет, куда выведет его эта мысль, и какая будет следующая рифма. И я не угадываю. И это очень приятно, это очень здорово. Потому что когда все угадываешь, это уже не искусство, это уже не поэзия, это попса. И еще я хочу поблагодарить с большим удовольствием сегодняшних музыкантов. Меня они очень порадовали. И это тоже не попса, это музыка. Это музыка. Я думаю, что, конечно же, эти произведения создавались вместе с Николаем, и потому так созвучно и музыка, и стихи, так здорово это звучало, с такой эмоциональной отдачей, с такой глубиной, проникновенностью, трепетностью. Я поздравляю Николая, я желаю ему большого-большого пути. И сожалею только об одном. Он не пошел по музыке. Вы даже не представляете, какие надежды он подавал. И как я переживала, что он пошел по пути литературы. Но человек сам выбирает свою судьбу. Я на 100% уверена, если бы он стал музыкантом, он продолжил эту линию, эту дорогу, он бы стал выдающимся композитором. Я этому свидетель. Все еще будущее. Дай Бог, здоровья. Спасибо за такие теплые слова. Я уже взлетел на Михайловну. Итак, а мы продолжим. Как живешь далеко и близко, по первой строчке названия. Как живешь, далекое и близкое, я надеюсь, тебе по нраву. Где же сил столько выискалось в одиночку судьбой править? Не сдался, может быть, даром я, чистолюбый гордец кожаный. Может, семя в тебе ярое, и не думаешь быть женой. Может, время с другим красишь в цвет малину. Я прощу. Что же двери мои настежь, и о чем петли их скулят? Не нашел, не раскрыл глаза, не пришел слеза. Не сказал, ног до пальцев зная, дура глупая, дорогая. Подними слово, мною брошенное, горизонт заслонил даль. Как живу я, ношу ношеное, берегу то, что мне дали.
Может быть, еще вопрос есть? Коля, немного об автобиографии. Откуда, что, как? Родился я в Саранске, чему очень рад. Всегда вспоминаю с гордостью. Потом мы какое-то время жили в Красногорске и затем переехали в Алатырский район Чувашской республики. И до сих пор, в общем, мои родители живут там. Это поселок Алтышево. Там я закончил 9 классов средней школы и уехал учиться в Чебоксары в музыкальное училище. Потом, после его окончания, я очень не хотел нигде учиться, потому что настолько, видимо, меня это достало. Вот. И как-то вот эти годы были такими поисками себя, как-то решал, что можно делать, что нужно делать. Вот. И в 2012 я поступил на филологический факультет нашего университета. И вот с тех пор началось наше знакомство с Ниной Михайловной Ситниковой и с Василием Ивановичем. И, собственно, наверное, вот оттуда берет корни вот этот сборник. Вот. Еще могу сказать, что мы выпустили с ребятами 2 музыкальных альбома. Ну вот, наверное, и все. Они распространяются? Ну, так сказать, большинство лежит в подвале и пылится, потому что никому не надо. Может быть, наверняка нужна какая-то реклама, но для рекламы, наверное, нужно тоже вот время, нужно в это вкладываться, чтобы это продвигать. Ну и потом, когда в прошлом году мы делали концерт, вот Андрей свидетель, была проделана колоссальная работа по рекламе тоже. Объявления висели и в интернете, и я сам бегал, объявления вешал, но и на концерте было всего 50 человек. Ну, наверное, да. Но с учетом того, что я выпустил тогда 1000 экземпляров, то это как-то маловато. На будущее. Да. Вот. Ну и тогда мы продолжим.
Ну, твои дедушки, бабушки оказали какое-то влияние, да, на твое творчество. Просто знаю, что очень много маленьких ты провел в семье. Вот. Ну, насколько на самом деле это влияние было? Может, ты пишешь, у тебя есть стихи, где ты пишешь о любви к родной земле? Ну, конечно. Наверное, дело в том, что я много времени проводил у бабушки с дедушкой. И вот если вспоминать то время, как-то школа вспоминается, она пролетела непонятно, и что было вообще. А как-то вот так основательно, определенно какие-то моменты вспоминаются именно летом. Ну, конечно, лето — это самое интересное время, а лето я проводил, да, в деревне у бабушки с дедушкой. Ну и я считаю, да, большое, конечно, влияние они на меня оказали. Ну, собственно, как иначе. Вот, и я очень благодарен. И, конечно же, благодарен своим родителям, которые сегодня со мной. Вот, и давайте поприветствуем. Валерий Николаевич, Валерий Николаевич. Станьте, пожалуйста. Спасибо. Ну и в заключение... Но все-таки я задам третий вопрос. Как я понял, что есть некоторая основа, есть некоторые начинания. Все-таки из этого опыта какие планы и что все-таки в перспективе планируете? Ну что планируется? Я надеюсь, после концерта каждый вас приобретет по книге. Это хорошая перспектива. У девочки интересуется, как насчет лично. В перспективе. А в перспективе? В перспективе... Не знаю, как это сказать. Как это ответить? Ладно, надежда есть. Надежда есть. Ну что, прошу, Ирина. Ага. Да у нас во время выступления еще вот этот микрофон будет. Да, хорошо, я режиссер. Не надо. Не надо? Больше нет. Ну, будешь ли? Да. Да, ну и последний, я думаю, получилось в тему насчет деревни. Пальцем, привычным к клавишам, ладоням к аплодисментам трудно в деревне справиться с городским акцентом. Тело скрипит к вечеру натруженными частями. Вчера и позавчера и завтра тоже. Потянем? Утро. Выйдем в тиши. Славным временем года всею страною спешим к вызревшим огородам. Речка, луга зеленые, выше сады салатово, лица солнцем червленые, сосредоточенные, матовые. На поле соседнем бабулечка в первой крестьянской позиции без устали трудится, умничка. Ас, года репетиций.
кучеряво-клубовые, белесые в голубой раме. Время обеда. Форму мы в кулисах на часик скроемся. Только преклонишь голову, все, выходи строиться. Первую скрипочкой в звуках стола полусонных муха на липкой ленточке тянет печально слово. В кровать уложишь усталость свою, во сне увидишь красиво, что принят в консерваторию. Проснешься почти счастливым. Благодарю вас за внимание. Да, Алексей Семенович. Все-таки вот по просьбе зрителей нельзя ли спеть песню Чокшни Йонов? Ну, я думаю, может быть, мы в этом формате закончим, и потом можно будет. Да, хорошо. Благодарю вас за внимание. Еще вопрос. Да, пожалуйста. Василию Ивановичу ответить, и вопрос задать. Николаевич, Василий Иванович, вот старался, чтобы Николай